В эфире программы «Итоги дня». Расскажем о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Владимир Путин поручил проверить обоснованность цен на электроэнергию в Якутии, уделив особое внимание тарифам для объектов социальной инфраструктуры в арктических районах. Строители энергетики встретились для оперативного решения вопросов и задач по строительству доступного и комфортного жилья. Стартовала выставка «Стройиндустрия Севера». В Ленском районе подъемные для молодых специалистов стали в 2 раза выше. Единовременная выплата сегодня составляет 300 тысяч рублей. В Нюрнбергском районе проходит праздник Хуктывун в день оленевода. Программа рассчитана на 4 дня. Первый детский международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Мы дети Севера» подходит к концу. О композициях. Владимир Путин поручил проверить обоснованность цен на электроэнергию в Якутии, уделив особое внимание тарифам для объектов социальной инфраструктуры в арктических районах. Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами республики поручено до 1 апреля 2026 года рассмотреть вопрос об установлении особенностей ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой социальными объектами в арктических районах республики, и при необходимости принять меры по корректировке подходов к установлению тарифов. Соответствующее поручение дано по итогам пресс-конференции главы государства, состоявшейся 19 декабря. Также глава государства поручил усилить контроль за сроками по передаче жилья застройщикам. Регионы усилят контроль за соблюдением застройщиками сроков по сдаче жилья. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации усилить контроль за соблюдением сроков исполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений гражданам, говорится в утвержденном президентом перечне. Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2026 года. Ответственным назначены высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. 23-я межрегиональная выставка «Стройиндустрия Севера» стартовала в Якутске. Строители и энергетики, специалисты коммунального комплекса, поставщики и покупатели встретились для оперативного решения вопросов и задач по строительству доступного и комфортного жилья. Подробности далее. В этом году в выставке участвуют представители 10 регионов России и местные производители. Среди экспонентов можно увидеть компании, занимающиеся производством сухих строительных смесей, домокомплектов и котельного оборудования. Одним из участников является Евгений Жуков, представитель компании, производящей экологичные котлы уже более 10 лет. Мы делаем энергетические установки и, соответственно, всю периферию, которая необходима для производства тепловой электрической энергии. Это касается как раз котельных агрегатов. Причем преимущественно делается не только на газовое, даже больше на твердое топливо. Мы считаем, что уголь – это такой недооцененный, скажем так, источник тепла, который на самом деле сжигать можно и нужно. И самой в Республике Саха мы несколько объектов реализовывали. То есть у нас есть котельные с нашими котлами, которые уже работают порядка 8 лет даже, самые старые. На выставке представлены не только строительные материалы и мини-спецтехника, но и приборы учета расхода жидкости, тепловой энергии и газа. В частности, можно увидеть уникальные высокотермоустойчивые трубы, которые не имеют аналогов в мире для теплоснабжения. Мы разработали трубопроводы гибкие и армированные. Это трубопроводы Cordflex с рабочими параметрами 130 градусов, 16 атмосфер. То есть эти трубопроводы уже выдерживают столь высокие температуры. В линейке представлены очень широкие армированные трубы, там от 75 градусов до 130. То есть у нас есть 75, 95 градусов, 115 градусов, 16 атмосфер и 130 – это хедлайнер в производстве, как говорится, инновация. В мире таких никто не делает для сетей теплоснабжения. Мы единственная компания, которая добились таких результатов. Стройиндустрия Севера уже более 20 лет является значимым деловым событием для региона, способствуя налаживанию контактов между производителями и потребителями. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. История в кадрах. В стенах Музея археологии и этнографии СВФУ открылась первая выставка по фотоматериалам и документам генеральных планов города Якутска первой и начала второй половины 20 века. Подробнее о ней и о том, какой Якутск мог быть 70 лет назад в сюжете. Далее.
История города Якутска, такого, каким мы его знаем сейчас, начинается с первого проекта генерального плана застройки. Документ разрабатывался с 1937 по 1939 годы 20 века ведущими специалистами в архитектуре Ленинградского отделения Института Дипрогора. Сами документы были засекречены до 2018 года, а в 2019 они попали в муниципальный архив Якутска. Это не только вот просто документ, да, там схемы, карты, там аналитические обзоры по истории города Якутска, данные о мерзлоте, о почве, гидрологии, в общем, вся инфраструктура, каким он был город. Впервые вот в этом плане говорится о водоснабжении, о канализации в условиях вечной мерзлоты. Это было впервые тогда, потому что нигде раньше в мире об этом не говорили. И именно строительство каменных зданий на условиях вечной мерзлоты разрабатывали только впервые в вот этом генеральном плане 1939 года. Выставка включает в себя более 30 копий снимков улиц, зданий и событий, отражающие культуру, архитектуру зданий и быт жителей полувековой давности. Многие из ныне известных и посещаемых мест и зданий вошли в единый реестр объектов культурного наследия народов России. Объектами культурного наследия являются Центральный кинотеатр, Русский драматический театр, ну и остальные объекты в том числе. Тут очень важно то, что на эти документы мы можем опираться, когда речь идет о защите архитектуры или исторического облика нашей столицы. Соответственно, на сегодня, например, мы думаем над тем, можем ли мы взять как памятник истории культуры достопримечательное место весь центр города Якутска, то есть проспект Ленина. Соответственно, мы бы тогда сохранили бы надолго исторический облик. Проекту, разработанному в 1939 году, не дано было сбыться из-за сложности его реализации в Якутии, удаленности от центра, инфраструктуры того времени, а в последующем наступившей войны. Тем не менее, документ стал основополагающим для создания последующих проектов генеральных планов. Хотелось бы отметить, что в этом году мы приступаем к разработке нового генерального плана города Якутска. Предыдущая версия была разработана в 2005 году с определенными обновлениями, внесениями изменений. Но вот в этом году в рамках, в том числе реализации мастер-плана города Якутска, мы будем разрабатывать новый проект генерального плана с последующей разработкой правил землепользования и застройки. И это вот такое логическое продолжение той работы, которая стартовала, можно сказать, более 70 лет назад. Благодаря этой выставке люди смогут узнать историю города через фотоматериалы. Отметим, она будет открыта для посещения в течение месяца. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Не за горами лето и приемная кампания, а значит, абитуриенты уже задумываются, какой институт выбрать в качестве альма-матер. Молодых людей заинтересует военная карьера. Сейчас Министерство обороны посвящает в тонкости служения Отечеству в 42 вузах. Для поступления кандидату необходимо иметь гражданство России и среднее общее или профессиональное образование. После окончания обучения курсанты получат офицерское звание и обширный пакет льгот. Это очень престижно. В высших военных учебных заведениях Министерства обороны можно получить любую специальность по всем направлениям вида деятельности. Даже уже самую востребованную специальность – это специалист по IT. То есть защита государственной тайны и информации – это очень престижные профессии, которые в будущем они будут все востребованы. При этом вы будете на полном обеспечении Министерства образования. То есть это проживание, это и проведение учебного процесса там на месте, 2 раза в год отпуск. Наше будущее не может состояться без прошлого. Сегодня в Якутске презентовали фильм «Я вернусь» о легендарном фронтовике Василии Иванове. Этот фильм повествует об истории жизни отважного защитника Саха, единственного из Якутии, кто был на Потсдамской конференции и лично отдавал воинскую честь Сталину и Жукову. Документальный фильм станет снят по мотивам одноименной книги. Его премьера состоялась на 80-летие Великой Победы 9 мая прошлого года. На презентации школьникам из движения первых рассказали о подвигах героя, отмечая важность сохранения памяти об истории нашей страны. Фильм об истории героя из Якутии, героя Великой Отечественной войны Иванова Василия Давыдовича. Человек действительно важная фигура в нашей республике, в истории нашей страны, потому что человек прошел ее от начала до конца, совершив множество героических поступков.
и его пример является примером для многих, а память о нем нескончаема. В Литературном музее имени Платона Аюнского развернулась выставка, рассказывающая о герое России Радомире Максимове. Материалы предоставили сотрудники филиала музея из Татинского улуса, откуда родом храбрый боец. Радомир Максимов является 8-м героем России из Якутии. В экспозиции представлено около 200 экспонатов, в том числе копия золотой звезды героя, грамота президента России Владимира Путина, боевые награды, фотографии из семейного альбома. Помимо этого рисунки, письма школьников, стихотворения известных поэтов и видеоматериалы. Выставка о славном сыне Якутии пробудит патриотический дух и у подрастающего поколения и будет представлена до 18 марта. В нашей выставке собраны экспонаты, посвященные Радомиру Дмитриевичу. Радомир Дмитриевич сам из Татинского улуса. У нас предоставлены экспонаты из его родного села в Торакюльском селении. А главными нашими экспонатами являются макет золотой звезды, полученный Радомиром от Владимира Владимировича Путина, и копия грамоты, подаренная им же. Вот. Также у нас имеется муляж алмаза, который был подарен Радомиру, и также множество боевых наград, которые были также предоставлены его семьей. Год дошкольного образования официально стартовал в Якутии. Работники детских садов со всей республики собрались в столице, чтобы обменяться самыми удачными практиками. Вместе с воспитателями в Новый год вошла и наша съемочная группа. Говорят, все из детства. Чтобы во взрослой жизни человек был счастливым и здоровым, нужно в самые ранние годы заложить правильный фундамент. В Якутии этой миссией занимаются 7000 человек. В 2026-м год дошкольного образования на федеральном уровне заскучать им точно не дадут. Много мероприятий в виде конференций, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, в которых будут практически участвовать каждый дошкольник и воспитатель. Но кроме того, значит, традиционным является проведение таких мероприятий в объявляемые годы образования. Да, это изменение стандартов образования, их обновление, изменения в образовательных программах. Так, ну и, конечно же, это методическая помощь нашим воспитателям. Воспитатели с большой охотой делятся своими разработками с коллегами. Вот специалисты из Намского улуса показывают, как привить любовь к музыкальному наследию родной земли так, чтобы это было интересно детям. Именно расширяет, вот сказал, кругозор и музыкальные способности. И именно дети, у них развита мелкая моторика, и играя на музыкальных инструментах, они развиваются. Отрадно то, что все очень интересуются, и есть у нас будущее. Помимо музыкальной одаренности, воспитатели показали еще и интеллектуальные способности. Педагогам предложили поучаствовать в турнире по шахматам. Вызов приняли 17 команд из 8 районов республики. В дошкольном возрасте именно закладываются первые зернышки умственного развития, стратегического мышления и аналитического подхода к своим действиям у учащихся и детей раннего дошкольного возраста. Поэтому работники дошкольного образования большое внимание уделяют этому. И такой турнир, конечно же, полезен всем. Не подведет воспитателей и материально-техническая база. По национальному президентскому проекту «Молодежь и дети» с 2022 года в Якутии отремонтировали больше 100 объектов образования. А в этом году обновление ждет еще 6 детских садов. Ржана Гармаева, Семен Семенов, Якутск. В Якутске подвели итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Проект прошел в столице региона в 3-й раз в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Более 960 школьников и студентов показали свои навыки в 174 компетенциях, сформированных с учетом востребованных в республике профессий. Подробнее расскажет Лилия Бурцева. Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих специальностей, поддержку талантливой молодежи и помощь в трудоустройстве. Лучшие участники представят Якутию на отборочном этапе в 3 городах России. Я участвовала со стороны дошкольного отделения, заняла 1-е место, являюсь финалистом. Вот, очень трепетно и была очень сильная подготовка. Но, тем не менее, мы проявили все свои умения и навыки достаточно хорошо, и я считаю, что это замечательный конкурс. Вот.
Было несколько заданий, написание проекта, также интегрированное занятие и его демонстрация. Также был мастер-класс для педагогов по нашей теме, проведение подвижной игры. При поступлении в высшие учебные заведения победители и призеры получают дополнительные баллы, что существенно повышает их шансы на зачисление. Кроме того, предприятия-партнеры образовательных организаций предоставляют студентам и выпускникам места для прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства. Понятно, что в таких чемпионатах профессионального мастерства участвуют лучшие из лучших, так, ну и, соответственно, это высокие компетенции и практически 100% их трудоустройство. Предприятия знают качество подготовки, ну и, соответственно, изъявляют желание получить высокопрофессионального работника. Таким образом, студенты и школьники получают возможность попробовать себя в будущей профессии в реальных производственных условиях. Такой формат взаимодействия позволяет не только закрепить теоретические знания, но и сформировать профессиональные навыки, востребованные на рынке труда. Лилия Бурцева, Семен Семенов, Якутск. В Ленском районе подъемные для молодых специалистов стали в 2 раза выше. Единовременная выплата сегодня составляет 300 тысяч рублей. Ранее эта сумма не превышала 150 тысяч рублей. По итогам рассмотрения заявок комиссия утвердила 5 кандидатур. Средства выделяются из районного бюджета работникам приоритетных направлений социальной сферы. Среди них учителя, дошкольные работники, а также сотрудники детской школы искусств. Ленский район – один из немногих, где оказывается весомая поддержка молодежи из местного бюджета. Для получения выплаты нужно обратиться в комитет по молодежной политике и заполнить заявку. Молодые специалисты, именно до 35 лет включительно, которые имеют среднее профессиональное, высшее образование, также прошедшие профессиональную переподготовку, тоже могут подойти по порядку, по положению на единовременную материальную выплату. И также именно специалисты молодые, дополнительного образования, общего, среднего образования, также детских школ искусств и также тренеры-преподаватели. Также необходимо после получения материальной выплаты отработать на территории Ленского района ровно 3 года. Асет Николаев поздравил первого вице-спикера парламента Александра Жиркова с 70-летием. Глава Якутии отметил вклад Александра Николаевича в развитие представительного органа, акцентировав внимание на то, что за время депутатской деятельности он стал свидетелем и участником становления законодательной власти, преодоления кризиса 90-х и дальнейшего роста всех сфер. По словам Айсена Николаева, за эти годы создана уникальная правовая база, которая во многом определила позиции республики как одного из ключевых регионов России. За значительный вклад в укрепление государственности, мира и дружбы между народами, многолетний плодотворный труд глава наградил Александра Жиркова почетным знаком Республики Саха за укрепление мира и дружбы народов. Также сегодня первый зампред Государственного собрания Якутии Александр Жирков презентовал свою книгу 3-го тома системного каталога «Материальная и духовная культура Якутии в музеях мира от 17 до 20 веков» и книгу рунического текста «Рк-Битинг». Издание первой книги 3-го тома альбома каталога завершает работу по исследованию и публикации предметов культуры и быта народов Якутии – саха, эвенов, эвенков, юкагиров, долган и чукчей, хранящихся в фондах музеев Америки и Европы. Александр Николаевич является автором перевода на якутский язык второй презентованной книги древнетюркского текста «Книга гаданий». Александр Николаевич Жирков – крупный общественный политический деятель России, делает очень много для сохранения традиций, культуры народов Якутии, своевременное понимание необходимости каталогизации музеев Европы, которые хранят эти уникальные шедевры народов Якутии, связано с таким вот пониманием, да, и провидением Александра Николаевича Жиркова значимости материального наследия этносов. В Нюрнбергском районе проходит праздник Хуктывун-2026 – День оленевода. В этом году он посвящен столетию села Иенгра, году единства народов России и году культуры в Якутии. Программа празднования рассчитана на 4 дня и включает в себя самые разнообразные мероприятия. Подробности у наших коллег.
Праздничные мероприятия начались в селе Енгра с межрегиональной научно-практической конференции «Сохранение родного языка как условие устойчивости эвенкийской культуры». В России очень много эвенков, хотя они относятся к коренным малочисленным народам. И поэтому у нас очень много гостей. Гости с Нерюнгринского района, со всех школ. Плюс еще Забайкальский край. Также приехали к нам с Алданского района. То есть вот это мероприятие очень любят дети, родители. В секциях конференции поднимались темы оленеводства, культурного наследия народов, говорили о героях Отечества и знаменитых людях малой родины. Участники представляли свои уникальные проекты. Я показывал свой пластилиновый мультфильм по мотивам якутской сказки. Моя мама мне читала якутские сказки, они мне понравились. Я решил поискать мультфильмы по этим сказкам. Их было вообще прям очень мало, и они почти что все были на якутском языке, и я решил сделать свой мультфильм. В современном мире молодежь, она не увлекается традициями, культурой, эпосом, и чтобы ее завлечь, чтобы это сохранить, выбрал свой проект. Эпос аркинских эвенов, который нигде еще не записан, я сам записывал в полевых условиях у последнего Немкалана Алексея Сергеевича Чирикова. И я его оформлял в роликах, как для ТикТока, для шортс, для рилсов. Переводом занимался и оформлением. Одними из самых зрелищных мероприятий праздника стали детские состязания по национальным видам спорта «Юный оленевод». Это самый главный для них праздник за весь год. В прошлом году, например, мальчик, который занял первое, я, говорит, за узду держался и полпути, говорит, лежа ехал, говорит, меня олени тащили. Таких очень много интересных историй рассказывают. Верховые заезды на оленях и гонки на оленьих упряжках, таежная эстафета. На участие в детских состязаниях заявились 25 детей и подростков. Очень сложно было, дорога кривая, кочки, очень больно было, когда я упала. С детства я участвую на оленях, постоянно беру первые места, вторые. Мероприятие проходит не только в селе Енгра, но и в городе Нерюнгре. Деловая программа, фотовыставка, выставка продажи изделий народных промыслов и мастер-классы. Центральные события Хуктывуна 2026, включая гонки на оленях и культурную программу, пройдут 28 февраля на берегу реки Енгра. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Захар Головин, Нерюнгре. Годы культуры в Якутии Международному женскому дню Гохран Республики посвящает масштабную выставку «Цветы России». Коллекция состоит из 27 украшений, каждая из которых символизирует особый цветок Родины. Работы выполнила художник-ювелир Маргарита Зимина. Ювелирные украшения сделаны из различных материалов – золота, серебра, титана, драгоценных и полудрагоценных камней. Особое внимание уделено 5 цветам Якутии, в том числе цветку сардана, которую Маргарита Зимина сделала специально для выставки в республике. Воочию увидеть уникальные работы можно со 2 по 27 марта в сокровищнице Якутии. Когда я готовилась к выставке, я поставила для себя целью, задачей выполнить несколько цветов эндемиков вашей республики. В первую очередь это цветок сардана. Она уникальна тем, что имеет красный оттенок. И мы использовали эмали для передачи этого красивого, насыщенного красного цвета. И цветок он имеет переход от желтого к красному. В центре тычинки выполнены из ограненных гранатов, закреплены в кастах из желтого золота. Первый международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Мы, дети Севера» подходит к концу. Накануне команды приступили к созданию композиции из снега, а сегодня они вносят коррективы в свои композиции из снега. На место проведения конкурса отправилась наш корреспондент Вероника Таюрская. Конкурс «Мы, дети Севера» проходит под тематикой единения народов. Если первая часть представляла собой дружбу, то второе направление имело свободную тематику. Наша композиция заключается в том, что большой белый медведь на арктической охоте. Он ловит рыбу, находясь в льдине, а вокруг самого этого озера. Снежные скульптуры напоминают героев знаменитых сказок.
Так представители красноярской команды обратились к русским сказаниям и вылепили мудрейшую птицу, а именно сову. Наша работа называется «Под крылом». И главная идея – это забота и защита со стороны матери. Ветки сзади совы, которые находятся, они символизируют как бы внешний мир. А вот под крылом находится ребенок. Это вот она его защищает. Преемственность поколений проходит красной нитью через весь фестиваль. Ведь не зря в команде трудится по 2 подростка и 1 руководитель. Здесь мне очень понравилось, насколько хорошо педагоги работают с детьми в таком очень тесном тандеме. И преемственность поколений – это очень важно, это нужно передавать навыки, опыт подрастающему поколению, и они учатся, находясь рядом. На протяжении 10 лет дети от 13 до 17 лет показывают свои умения и доказывают свое право называться ледовыми и снежными скульпторами. Как и полагается крупному конкурсу, все работы должны вестись строго по технике безопасности. Технике безопасности разрешаем только руководителям делать основную большую работу, а детишкам только вот чуть-чуть починить по стамескам. Первый международный конкурс ледовых и снежных скульптур объединил 15 команд из Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Якутии, а также гостей из Поднебесной. Конкурс прошел, скажем так, плодотворно очень. Дети друг с другом познакомились, да. Они сотворили очень красивые, великолепные творения. Надеюсь, эти скульптуры будут радовать наших жителей и гостей столицы. На верхнюю ступень пьедестала в номинации «Ледовые скульптуры» поднялись гости из Поднебесной. В свою очередь, в категории «Снежная композиция» победителем стала команда из Якутска, представляющая школу номер 10. В следующем году организаторы фестиваля планируют не только увеличить количество участников, но и расширить географию конкурсантов. Вероника Тырская, Артемий Наговицын, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.